Друзья, вот мы вышли на маршрут. Нас 4 всадника. И кони прям еле сдерживаю. Потому что несутся куда-то вперед просто. Невозможно, хочет скакать. Просто несется. Ну, в таком темпе мы быстро сходим на вершину и обратно. В общем, кони просто огонь. Несут нас во весь опор. Еле удерживаем повод в руке. Кони соскучились по серьезным маршрутам, сильными всадниками. И мы тоже отправляемся на хребет за несколько холмов. Сейчас пойдем по дороге, по БАМу, километров 7, потом свернем на хребет. Вот такая вот прогулочка. Ну что, Никита, давай, да? Стартанем. Шли мы до перевала. Здесь вот такая беседка. Коней привязали. Дадим им отдохнуть. Немножко передохнем, переведем дух сами. И дальше пойдем. Мы вчера так в шутку называли это место перевал Чагадаева. Потому что в своей ирандыкской экспедиции он проходил именно здесь. Мы тут встретились. Я его угостил кумысом. Вот. Пришел верхом на коне, на беркуте вот на этом вот. Вот беркут наш. И вот там вот находится гора Улу-Сыкы. Он тоже там был, там ночевал. Даже можно ссылочку на видео YouTube прикрепить, думаю, вот в этом месте, да? Познакомлю вас с нашими конями, ну или напомню тем, кто знает их. Это Тургай, наш гнедой конь, которому в этом году исполнится 6 лет. Брал я его полуторагодовалым, сами воспитали мы его. Вот такой у нас красавчик. Это Сапсан, жеребец, который родился в нашем хозяйстве, сын Байхана. Очень нравится мне конь, меня радует. Ему 5 лет исполняется этой весной. Обучили мы его сами. Это Беркут, самый первый конь в нашем хозяйстве. В 2019 году я его приобрел. А это Аласын, сокол. Сокола я купил в 2021 году зимой. Он сам 17-го года рождения. И ему исполняется 8 лет этой весной. Выходец он с хозяйства Тулпар. Рядом с нами находится. Йоу! И вот сейчас начинается самая интересная часть нашего маршрута. Мы идем по сугробам, пробиваемся к вершине Улу-Сыкы. Так, Айнур,
Ты задаешь вопрос, точно ли нам туда? Признаюсь честно, я не был еще на этой вершине ни летом, ни зимой. Я иду туда впервые. Айнур бывал летом. Так что давай, друг, веди нас. Но интуитивно, да, мы идем правильно. О, сугробы глубокие здесь. Танки. Тихо, 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 тихо. Низкорослая береза свидетельствует о том, что мы уже довольно высоко. Сейчас посмотрим по альтиметру, сколько здесь метров. Наверное, уже 800 с чем-то, 50, там почти 900. А мы ближе и ближе к нашей вершине. Заяц бегал. Лось ходил. А мы уже видели зайца, видели косулю, видели издалека животное, очень похоже на лося, но разглядеть с такого расстояния было сложно, поэтому это только лишь предположение. И я не оставляю надежды, что мы, может быть, и увидим живого лося. Ох, сугробы пробивают кони. Как ваши кони, друзья? Нормально. О, курай растет. Чувствуется, как коням становится тяжело, потому что вот я по колено в сугробе. Мы решили дать им немножко передышки, отдышаться. Чуть-чуть даже пешком прошлись вот. И остается нам метров 800 до вершины. Мне очень нравится, друзья, эта прогулка. Такой вот интересный лес тут своеобразный. Карликовых берез много. Там сям хвойные деревья встречаются. И следы зверей. Красота. А воздух-то какой. Воздух какой, друзья. Красота. Вот снег меня держит. Коня моего нет. Глубоко, да? А вот она, вершина. Подметает немножко ветерочек. Мы вам ее покажем. Извините, без петлички забыл сегодня. Красота, мы почти пришли. Мы поднялись, друзья. Коней привязали. Сейчас сами будем восходить вон на ту вершину. Вот. Там видно. Вот триангуляционная вышка стоит, как самая высшая точка этого места. Мы сейчас поднимемся, и у нас будет пикничок. Круто. Вот это прогулка такая интересная. Возьмем с собой подсумок. Тут у нас провиант. Значит, корот и учпучмаки. Идем наверх. Чтобы нам не помешали. А далее нам был предложен вот такой маршрут, по которому мы... Опа, ого! Я опять провалился. Нужна третья для камеры.
Уху-ху. Круто было. Вон, почти долезли. Ну вот, смотрите, какая красота. Страшно, просто обрыв такой. Здесь высоко. Правда, мы в облаках зависли. Солнце есть, оно где-то внизу. Да, тут его не видно, потому что Иран-Бык задерживает облака. Какая красота. Тоже то, чем хотелось поделиться. Трапеза, вот пучмаки, хорот из термоса. Хорот уникальная вещь. А вот этот мягкий хорот, жидкий его еще называют, смешиваешь с кипятком, со сливочным маслом, добавляешь туда соль, перец, можно зелени. И получается такой потрясающий, согревающий, питательный, жаждоутоляющий напиток. Всем рекомендую поближе познакомиться с башкирской кухней, друзья. Прям как бульончик. В таком-то месте вообще прекрасно заходит, да? Кайф. Это было очень крутое восхождение, друзья. Мы сейчас вот собрались уже, идем обратно спускаться. Сделаем общее фото на этом фоне, который нам открылся. И пойдем домой. Круто было, круто. Вот, друзья, мы и вышли на нашу основную дорогу БАМ, которая вела нас на Иран-Бык. Все живы-здоровы, целы и невредимы, кони в порядке, команда тоже. И сейчас мы, наверное, немножко поскачем, да? Хоба! Это!